6 октября, в день референдума, по всей стране откроется свыше 10 тысяч участков. О том, как столица готовится к главному событию осени, проверила моя коллега Азиза Закумбаева. В день референдума 6 октября все участки в столице откроются в 7 часов утра и уже в 8 часов вечера должны будут закрыться. Тогда члены участковых комиссий референдума начнут подсчет голосов. Бюллетень будет содержать всего 2 ответа и 1 вопрос на государственном и русском языках. Референдум будут считать состоявшимся, если проголосуют больше половины граждан, включенных в список для участия в голосовании. Неизменным остается, что каждый гражданин должен высказать свое мнение, имеется в виду, или он за, или за, против. Это с самого начала. Это должно быть обязательно рассадка наших наблюдателей, ознакомление их обязанностями и правами. После этого, естественно, должно быть процедуры протокольно закреплены опечатывание урн. Обязательно это должно быть. Затем полностью должны быть обеспечены, то есть печатями со всеми, как положено, должны быть показаны кабины, что там созданы условия для граждан. Это 356-я участковая комиссия референдума. Всего таких по Астане 464, и все они готовы к проведению голосования по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. На участке в обязательном порядке должны быть кабинки для граждан, урна. Это места для наблюдателей и журналистов. Ну а здесь сидят члены участковой комиссии референдума. Политологи говорят, референдум считается важнейшим инструментом демократии. Он позволяет гражданам непосредственно влиять на принятие ключевых государственных решений. Считаю, что это хороший показатель, что государство учитывает мнение населения страны в важных вопросах. Есть такая проблема, как нехватка энергетики в стране, и нужно, наверное, поддержать. Важные вопросы, которые волнуют людей, рассматриваются, остаются на повестке у правительства, и его рассматривают всецело. Вообще все выборы, эти все не пропускаем, каждый раз ходим, всех тоже приглашаю посетить. Хотелось бы, наверное, чтобы любые важные вопросы вообще решались. Предстоящее голосование отличается от обычных выборов в первую очередь тем, что на референдуме нет избираемых. Граждане высказывают свое мнение по конкретным вопросам государственного значения. Завтра мы можем сказать, да, правительство решило, да, президент страны решил. Но это самая удобная такая позиция. Поэтому референдум – это всегда активная позиция. Тем самым мы воспитываем, с одной стороны, политическую культуру, с одной стороны, привлекаем население, с третьей мы повышаем ответственность самих граждан перед решением такой стратегической задачи. За процессом голосования весь день будут следить наблюдатели. На сегодня 18 организаций в столице уже получили аккредитацию Центральной избирательной комиссии. Азиза Закумбаева, Иргали Рамазанов, Адиль Нуржанов и Ильяс Тулькабай, Жбек Жола.